День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев, и вот о чем мы поговорим сегодня. Россию в первой неделе Нового года накрыло аномальными морозами. Местами отрицательный градус побил многолетние рекорды. Жутко холодно. Спасаемся, надеваем миллионы кофт, миллион штанов, но это все равно не всегда ветер продувает. Лицо хочется просто спрятать куда-нибудь. Похолодание наступило и в Якутии, а вместе с ним пришло и повышенное внимание к сфере ЖКХ и энергетики. Жители республики теперь платят за коммунальные услуги по новым ценам. Расскажем, как изменились тарифы. Повысилась и стоимость проезда в общественном транспорте. Наши корреспонденты разбирались в причинах. Это вынужденная мера на сегодняшний день. Это идет не только повышение у нас по всей республике это идет повышение. И не только перевозки. Дорожают коммунальные услуги, дорожают энергоносители, соответственно, все остальное. До вторых зимних спортивных игр «Дети Азии» осталось чуть больше месяца. Расскажем, как готовятся к соревнованиям якутские спортсмены. В первую неделю Нового года Россию накрыло аномальными холодами. Рекордные отрицательные температуры и превышение нормы осадков наблюдалось как в европейской, так и в азиатской части страны. Так, например, в столице столбики термометров опускались до минус 21 градуса. В Поволжье и на юге градусник показывал до минус 15, минус 20 градусов. Исключением не стали Сибирь и Урал. Здесь наступили 35-градусные морозы. Синоптики объяснили столь резкое похолодание необычной траекторией воздушных масс. Ужас, холодно. На улице сейчас минус 27, ощущается, наверное, как минус 40-50. Прям жутко холодно. Спасаемся, надеваем миллионы кофт, миллион штанов, но это все равно не всегда ветер продувает. Лицо хочется просто спрятать куда-нибудь. Подогреватель стоит. И вот он. Ставили плотный поролон. Передние двери у нас и боковое стекло наклеены вторые стекла. На системе охлаждения добавлены дополнительные моторы, чтобы циркуляция была больше, тосол прогоняла сильнее. И за счет этого в салоне становится очень тепло. Климатическими рекордами отличилась и Якутия. Почти по всей территории республики фиксировали крайне низкие температуры воздуха. Традиционно рекорд у Аймикона там доходило до минус 63. Впервые за 30 лет 60-градусные морозы зафиксировали в Ленёкском районе. Последний раз такие значения там наблюдали еще в 1994 году. Как отмечают синоптики, сильнейшие морозы сохранятся до 16 января на большей части нашей республики. Постепенно очень холодная воздушная масса с северо-запада сместится на западные, а затем и на центральные районы. В населенных пунктах морозы будут сопровождаться туманами. Специалисты советуют в период низких температур особенно тщательно защищаться от мороза, не выходить на улицу без крайней необходимости, а также держать на контроле передвижение детей и людей со слабым здоровьем. Ну а что делать, если вы все-таки переохлаждение уже получили, узнавала Мария Кардашевская. Более 70% это пациенты, которые получили холодовую травму в состоянии алкогольного опьянения, к сожалению. Ежегодно через руки врачей ожогового центра республики проходит около 200 пациентов с различной степенью холодовой травмы. Большинство из них – мужчины трудоспособного возраста. Врачи предупреждают, что при получении обморожения определить его точную степень и глубину могут только они. Поэтому нельзя заниматься самолечением. Необходимо обратиться к специалистам. Если пациент поступил к нам в первые минуты или часы после получения обморожения, в принципе, успешно восстанавливается кровоток. И иногда бывает так, что достаточно глубокое поражение мы можем вылечить, но это очень много условий нужно соблюсти, соответственно, да, и правильно оказать первую медицинскую помощь, это очень важно. Давайте заострим на это внимание, и тогда успех лечения, он больше вероятен. Каждый житель Якутии знает первые признаки холодовой травмы. Это бледность кожи и отсутствие чувствительности. Однако не каждый знает, как правильно оказать помощь пострадавшему. Самая частая ошибка – попытка растереть или отогреть другими способами. Согревание нельзя проводить растиранием, обтиранием и помещением конечности в горячую воду. Главный смысл в отогревании конечности имеется в виду, отогреваться должно изнутри самостоятельно.
При получении обморожения очень важно помнить, что сосуды становятся хрупкими и ломкими, поэтому руку ни в коем случае нельзя растирать или шевелить. Достаточно надеть на нее вот такую теплую отогревающую повязку. В домашних условиях это могут быть одеяло, шарф, шаль. Ожоговый центр является одним из ведущих в лечении холодовой травмы в стране. Наши врачи принимали участие в разработке общенациональных клинических рекомендаций. Благодаря круглосуточной работе телемедицинской точки специалисты оказывают успешную консультативную помощь не только местным коллегам, но и докторам Камчатки, Магадана. Но не стоит забывать, что и они не волшебники. Поэтому необходимо заботиться о собственном здоровье, чтобы не пришлось проверять на себе возможности нашей медицины. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. Из-за низких температур объекты ЖКХ республики перевели в режим повышенной готовности. При сильных морозах оборудование котельных работает на предельных мощностях. В таком режиме необходимо быть готовым к любым ситуациям. В каждом энергорайоне создан резерв рабочих, которые осуществляют дежурство и в случае необходимости прибудут в котельную или на тепловую сеть для устранения аварии. Ну а в первый день Нового года пригород столицы Сатал оказался в чрезвычайной ситуации. В 45-градусный мороз жители частного сектора остались не только без света, но и без отопления. В течение дня спасатели и энергетики делали все, чтобы устранить последствия аварийной ситуации, в которой оказались люди, причем сделать это в кратчайшие сроки. Что послужило причиной аварии и как теперь живут жители Сатала, узнавала Галина Чкурова. Андрей Яковлев живет в частном секторе уже 2 года. И в роковой день января он стал одним из тех жильцов, у которого большее количество времени не было света. Но, по словам Андрея, он предусмотрел риски жизни в частных домах и приобрел генератор и источник бесперебойного питания. Здесь все дома-то энергозависимые, вот поэтому я себя обезопасил. И слава богу, все мне обошлось. Ну, ситуации-то разные бывают. У кого-то нет денежных средств, у кого-то мужа мобилизовали, кто-то вообще мать-одиночка. Вот им-то, конечно, ситуация другая. В квартале дома тоже перемерзли, но мы как... у нас добрососедские отношения, мы друг другу, не дожидаясь спасателей, мы сами друг другу помогли и отогрели дома. У нас тут в Сатале группы есть по WhatsApp, там уже люди начали закупаться. Лично сугубо мое личное мнение, каждый житель, который живет в Якутии в суровых условиях, должен обеспечить себя резервным источником питания. Если бы все так себя обезопасили, таких массовых заморозок домов не было бы. Я еще раз сказал, ситуации разные бывают. Вот им тяжелее. Специалисты отмечают, что авария произошла из-за замыкания линии электропередач, в результате чего была выбита ячейка на трансформаторе, что привело к отключению электроэнергии в Сатале и Мархе. По словам Николая Ксенофонтова, руководителя управления администрации микрорайона Марха, реакция от энергетиков поступила в течение часа, и в некоторых частях 2 районов свет был дан сразу же. Нами оперативно были приняты меры, мы начали обзвон всех предприятий по линии ЖКХ. Мы путем отогревания домовладений, частных домовладений, путем замены где-то уже участков замерзшего системы отопления, как справлялись в течение 2 суток. В период с 30 декабря по 9 января ситуация в Сатале, по словам Вячеслава Емельянова, министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики, стала одной из самых резонансных, что привело к размораживанию 65 объектов. По принятым решениям оперативного штаба, 3 числа объекты в части теплоснабжения были восстановлены. Это касалось частных индивидуальных жилых застроек в садово-огородническом товариществе «Сатал». Также 9 января еще одной резонансной ситуацией стало отключение электроэнергии в Бескюэле горного Улуса. В течение 6 часов владельцы 40 энергозависимых домов поддерживали стабильное функционирование отопления при помощи генераторов и аппаратов бесперебойного питания. Глава Бескюэля отметил, что жители, так же как и в Сатале, помогали друг другу, предоставляя аккумуляторы и генераторы. Сотрудники администрации вместе со мной ходили, объясняли, кому что надо. Помогали соседям и генераторами, аккумуляторами для бесперебойников. Сразу в 3 часа питание на электричество подали. Больших потерь не было. Сразу после этого у них-то там система все сразу автоматом определяет, где авария случилась.
Ну, они сразу начали. Когда мы в 9 часов позвонили, сказали, что бригада уже выехала ремонтная. По словам специалистов, аварии на линии электропередач случилась из-за якутских морозов. Таким образом, чтобы ситуация с замерзанием коммунальных систем дома не было проблемой, жители Сатала и Бескюэля стали покупать генераторы и источники бесперебойного питания. Отметим, что некоторые пострадавшие в Сатале до сих пор проводят восстановительные работы своими силами. В село Улахан-Кёль Верхоянского района доставили 26,5 тонн угля. 9 января в котельной «Центральная» по причине низкого качества угля понизилась температура теплоносителя. После в социальных сетях и мессенджерах стали появляться сообщения, что в домах стало холодно, а уголь заканчивается. В самой котельной сегодня работают 4 котла, источник снабжает теплом здания школы, спортзала, администрации, часть от индивидуальных жилых домов. По Верхоянскому району у нас немножко ситуация корректируется из-за того, что у нас на местах, по Табалаху, да, конкретно, уголь вмерз, да, из-за этого пришлось начать на 5 дней, скажем так, раньше перевозки. Вот, перевозки по Табалаху начались у нас 6 января и продолжаются по сей день. С января якутяне начали платить за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам. Причем индексация коммунальных тарифов произошла еще в декабре 2022 года, поэтому для кого-то изменения в квитках были ожидаемыми. Ну а для ряда жителей обновленные цели стали настоящим сюрпризом, причем, судя по реакции, далеко не самым приятным. Давайте разберемся в том, какие же будут новые тарифы. Сразу отмечу, что ранее ее повышение происходило раз в год в июле. Однако для смягчения инфляции, поддержки отрасли ЖКХ и энергетики очередной рост цен произошел в декабре и останется на этом уровне до 1 июля 2024 года. Итак, как же изменились тарифы с 1 декабря минувшего года? Повышение тарифов на коммунальные услуги в Якутии разбили на две группы. В первую вошли Якутск, Жатай, Ленский, Нерюнгринский и Мирнинский районы. Во вторую – все остальные муниципальные образования республики. Так, например, в первой группе повысилась плата за отопление. Теперь вместо 67 рублей за квадратный метр придется платить 72 рубля. Холодная и горячая вода также подорожали. По 92 рубля 6 копеек и 176 рублей 7 копеек за кубический метр, соответственно. Подробнее о том, как изменились тарифы на прочие коммунальные услуги, вы сейчас можете видеть в нашей инфографике на своих экранах. Тарифы так называемой второй группы также претерпели изменения. Так, например, за кубический метр горячей воды теперь придется платить вместо 118 рублей 135. Почти на 750 рублей подорожало 1000 кубов природного газа для готовки, а отопление газом жилых помещений жителям района второй группы обойдется в 4961 рубль за 1000 кубометров. Отмечу, что если расходы на жилищно-коммунальные услуги составляют более 15% от совокупного дохода семьи, то граждане имеют право на получение субсидий. Субсидия предоставляется в виде адресной денежной помощи. Для ее оформления необходимо обратиться в агентство субсидий республики, филиалы которого расположены в каждых районах. А также можно обратиться в МФЦ «Мои документы». Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Банк России рекомендовал кредитным и некредитным финансовым организациям продолжить обслуживать клиентов, участников специальной военной операции. При этом, если срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек. В перечень клиентов, которые Центробанк рекомендует продолжить обслуживать, вошли граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы и военные, принимающие участие в спецоперации. В конце ноября регулятор сообщил, что разрешит банкам не ухудшать оценку кредитов военнослужащих и членов их семей для поддержания доступности суд для них. Депутаты Госдумы в ближайшее время в первом чтении рассмотрят законопроект о социальной поддержке вдов, участников специальной военной операции. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. По его словам, подготовленный документ предусматривает внесение изменений в Федеральный закон о ветеранах. Напомню, что сейчас жены погибших ветеранов боевых действий получают право на соцподдержку для вдов только при условии, если они не вступили в повторный брак и проживают одиноко или с детьми. То есть вдовы, проживающие, к примеру, со своими родителями, не могут рассчитывать на подобную выплату. Законопроектом предлагается снять данные ограничения, распространив меры поддержки на вдов ветеранов боевых действий, независимо от условий их проживания.
Мобилизованные участники специальной военной операции, члены их семей освобождены от начисления пений за неполное или несвоевременное внесение оплаты за жилищно-коммунальные услуги и капитальный ремонт общего имущества в республике. Соответствующая мера поддержки предоставляется военнослужащим и проживающим с ними родственникам на праве собственности или по регистрации постоянного места жительства. Семьи мобилизованных граждан смогут воспользоваться этой льготой в течение всего срока службы. Пункт помощи мобилизованным начал свою деятельность с начала объявления мобилизации. С прошлого года организация доставляла необходимые вещи, медикаменты и адресные посылки на территорию СВО. Но с недавних пор пункт перестал принимать медикаменты от третьих лиц. Таким образом, если гражданин захочет отправить на территорию СВО медикаменты, ему необходимо договориться с работниками пункта. Далее осуществить покупку в аптеке, а после представитель организации самостоятельно идет в аптеку, где была совершена покупка, и отправляет получателю. Общественное движение «Якутия с тобой» в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» продолжает свою работу, но с некоторыми изменениями. Теперь мы не принимаем адресные посылки. Их можно направить через Почту России, которая заключила соглашение с Министерством обороны. Для этого необходимо назвать, значит, номер воинской части и полностью фамилия, имя, отчество человека, которого вы направляете. Номер воинской части вы можете узнать в военкомате, откуда человек призывался. Те посылки, которые мы уже брали до этого, адресные посылки, мы их доставляем, продолжаем доставлять. Очень много пока не доставлено, но это связано с тем, что заминированные дороги, взорванные мосты, закрытые для прохода вообще территории. Правительство республики продолжает оказывать меры необходимой поддержки участникам специальной военной операции и их семьям. Одним из основных направлений является оказание медицинской помощи и реабилитации. По поручению главы республики Айсена Николаева работа в этом направлении была начата в мае 2022 года. В медицинские учреждения за различными видами медицинской помощи поступило 255 обращений. Для получения помощи военнослужащим и членам их семей необходимо обратиться в свою участковую поликлинику или по номеру единого центра сопровождения пациентов 31 92 85 или же в единый колл-центр по короткому номеру 122. Для участников СВО и членов их семей оказывается помощь в приоритетном порядке. В Республиканском центре социально-психологической поддержки молодежи за период с начала специальной военной операции провели более 5000 консультаций. Граждане пользуются также мерой поддержки, которая именуется санаторно-курортное лечение. И, соответственно, мы проводим эти мероприятия как в учреждениях медицинских Республики Саха-Якутия, так и по соответствующую помощь оказывается в БЭС-Чегде. Якутские медики, социальные работники и психологи продолжают работать также и в военных госпиталях Министерства обороны для оказания помощи нашим бойцам. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с военными корреспондентами, представителями республиканских СМИ, прошедшими обучение в Российском университете спецназа. Журналисты рассказали о поездках в зону специальной военной операции, а также о настрое бойцов на передовой, об их уровне их снабжения, а также о том, как проходила учеба и чем отличается работа военкора. Глава, в свою очередь, поздравил ребят с профессиональным праздником и отметил большую важность работы, которую они делают. Якутские военкоры, дающие оперативные, а главное правдивые материалы, несут свою службу на передовой информационной войны. Очень важна поддержка как от населения, так и со стороны правительства нашим ребятам, которые воюют, которые проходят службу в зоне проведения специальной военной операции. Опять же, наша республика на самом деле очень сильно помогает. Почему? Потому что там есть наши опорные пункты и очень большая поддержка со стороны наших жителей. И к другим темам. С 1 января объединенные фонды пенсионного и социального страхования начали свою работу под наименованием «Социальный фонд России». Создание такой объединенной организации, по словам специалистов, позволило ускорить работу фонда и сделало ее более эффективной, так как федеральные выплаты граждане теперь получают в режиме одного окна. Отмечу, что после объединения организации установленные сроки выплат пенсий и пособий были сохранены. Если ранее до 2023 года одни и те же граждане ходили и в пенсионный фонд, и в фонд социального страхования по разным адресам, то теперь это уже единое окно, и все услуги, которые предоставлялись, они также будут предоставляться и с 1 января 2023 года, но уже под
наименованием отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. За 22 и 23 годы по программе федерального субсидирования отремонтируют 37 школ в Якутии. Из них 13 в Якутске и 24 в районах. Всего для республики выделили около 2 миллиардов 900 миллионов рублей. Одним из образовательных учреждений, участвующих в данной программе, стала столичная школа номер 26. Кроме ремонта старого здания, было принято решение о возведении пристроя на территории школы. Директор учреждения отметил, что новое здание рассчитано на 315 ученических мест. Необходимость строительства пристроя, она назрела достаточно давно. В нашей школе обучается порядка 1900 учащихся. Мы третья по количеству школы не только в городе, но и в республике. Очень мы перегружены практически в 2 раза. Поэтому строительство пристроя очень необходимо. А что касается капитального ремонта, нашему зданию 40 лет. Оно уже за эти годы, конечно, пришло уже в такое обветшалое состояние. И, конечно, необходимость капитального ремонта назрела достаточно давно. В Якутске открыли пристрой школы номер 5, старейшего учебного заведения столицы республики. Кроме учебных классов, там оборудовали тренажерные, хореографические и музыкальные залы. Всего обучаться там будут порядка 300 учеников среднего звена. Подробности в следующем материале. Сегодня сразу 2 столичные школы получили дополнительные помещения в виде пристроев к своим основным зданиям. Коллектив школы номер 5 уже несколько лет мечтал о расширении. Школа находится в центре города, в густонаселенном районе, и прежней площади ей явно было мало. Сегодня же школа приросла новым корпусом, в котором могут разместиться 274 ребенка. В 12 кабинетах разместились учебные классы, тренажерный зал, а также оснащенная всем необходимым лаборатория для уроков химии. Планы по строительству начались еще при прежнем руководстве. Антонине Анатольевне Кычкиной большая благодарность. Она работала с попечителями, с родителями и с руководством города и республики. И на сегодняшний день, с прошлого года, с февраля месяца началось, забили сваю. И уже сегодня, в начале 23 года мы открыли пристрой. То есть все произошло буквально в течение, момент строительства прошло в течение неполного года, но подготовка к этому шла уже несколько лет. Еще один пристрой открыли в 12-й школе, что в селе Пригородное. Новое современное здание трудно назвать пристроем, ведь оно более чем в 2 раза больше по площади, чем основное здание школы. В новом объекте разместились библиотека, просторный актовый зал, большой спортивный зал, столовая на 160 мест, мастерские для уроков труда и технологии, лаборатории для уроков химии, физики и биологии. В 2015 году здесь у нас училось 273 ребенка. И тогда уже встал вопрос, чтобы как-то рассмотреть вопрос о строительстве нового здания. В то время мы учились в одну смену, и это казалось как-то преждевременным. Да? А сейчас время показывает, что население села Пригородного увеличивается, люди приезжают, строятся, дети идут к нам. И сегодня у нас в школе учатся 703 ребенка. Глава региона Айсен Николаев, торжественно открывая новые объекты, отметил, что переполненные школы – это, конечно, проблема, но проблема, которой надо радоваться. Раз школы переполнены, значит, в республике много молодых якутян, и задача властей сделать так, чтобы их учеба проходила в комфортных условиях. Именно поэтому в 2023 году в Якутске планируется строительство еще 6 новых школ. На Балтийском заводе в Петербурге продолжается строительство атомного ледокола «Якутия». Его спустили на воду в ноябре, а сдадут в эксплуатацию в конце следующего года. Он станет 4-м судном проекта и войдет в число самых больших ледоходов мира. Строит атомоход наш земляк и слесарь-монтажник Михаил Оконечников. О работе и увлечениях строителя в сюжете Айсены Бурнашовой. Работаем в помещениях автоматики, подключаем к вентиляции, воздух среднего и низкого давления. Михаил Оконечников – парень с северной закалкой и стальным характером. Он родился в Среднеколымске, переехал в Петербург. На Балтийском заводе трудится 5-й год. Работа у слесаря-монтажника тяжелая и ответственная. Его миссия – превратить неподвижный металл в цельный организм. К строительству Якутии Михаил приступил с момента закладки. И мы в прошлом году в декабре начали уже работу.
И вот сейчас произошел спуск, и вот сейчас мы начнем его строить. Будем изготавливать в цеху все эти материалы и будем устанавливать уже на корабле. На счету у якутянина уже 4 атомных ледокола. Это суда проекта 22-220. Арктика, Сибирь и Урал уже бороздят водные просторы. Якутия выйдет в море через год. Еще одно детище Михаила – рок-группа «Другие планы». Белый снег, серый лед. Я сейчас помню, 90-й год, начал петь песни Цоя, в школе начал выступать. Мне дали кличку, не кличку, Цой, да, вот Мишка Цой. И я делал себе прическу, одевался в черное, подражал его голосом. И в 14 лет я начал писать песни, вот по сей день. Я просыпаюсь этой весной. Другие планы снимают клипы, дают концерты в Петербурге, украшают эфиры российских радио. Они не раз становились призерами крупных рок-фестивалей. Михаил уверен, дальше будет только больше, как в творчестве, так и на работе. Несмотря на то, что я живу в Санкт-Петербурге, но я считаю, что моя настоящая родина – это Якутия. Я очень горжусь, что родился и вырос в Якутии, поэтому родина есть родина. Так что наш ледокол будет самым мощным в мире. Уруй Айхал! Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Санкт-Петербург. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. В Якутске на этой неделе состоялась 27-я республиканская конференция имени академика Владимира Ларионова «Шаг в будущее». В этом году в конкурсе заявлено участие более 1500 проектов со всех районов республики в 39 секциях. С творчеством молодых исследователей ознакомилась Кристина Якупова. Ежегодная конференция «Шаг в будущее» открывает новые горизонты перед юными исследователями и дает возможность выявить талантливых и одаренных детей. Около 1800 участников республиканской конференции были отобраны по итогам школьных и районных научно-практических соревнований. Здесь раскрываются таланты каждого ребенка, независимо от качества обучения. Каждый ребенок имеет свою какую-то идею, инициативу и пытается исследовать, занимается наукой в старших классах. Хочется, чтобы темы были практикоориентированы на сегодня, потому что наша страна сегодня нуждается в новых открытиях, новых таких идеях. Поэтому мы сегодня много говорили о том, что темы детей должны быть расширены. В работе экспертных советов конференции состоят более 390 ведущих ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. По их словам, ежегодно растет количество и качество работ участников. В этом году самыми многочисленными секциями являются секции в области гуманитарных наук. Это секция «История», это русская филология, зарубежная филология, якутская филология. То есть мы говорим о том, что сегодня все-таки гуманитарные направления, они выходят на передовую позицию. Один из участников гуманитарного направления Арсен Федоров, ученик 11 класса Мегино-Кангаласского улуса, представил проект по изучению своей родословной. Он ведет его с 5 класса на протяжении 6 лет. Изучил свою родословную до 7-го поколения, а также сделал сайт, сняли фильм о своих родственниках. В моем родословии всего изучено 200 человек. Изучение родословной – это очень важно в нашем народе, потому что, изучая наше родословие, мы изучаем нашу культуру, нашу историю. Проект по созданию социально ориентированной региональной авиакомпании представили ученики Мирнинской школы номер 26. Они мечтают создать все необходимые условия для комфортного и бюджетного перелета якутян. Наша цель – это снизить стоимость перелетов, увеличить само количество рейсов, чтобы людям было проще улететь из некоторых населенных пунктов. У нас в планах эксплуатация более новых самолетов, которые будут выпускаться в России. И за счет современного флота, который более экономичен, снижение цен.
а также за счет субсидирования. Победители в своих секциях определились на закрытии конференции. Школьники отмечают, что участие в мероприятии дает большой опыт. Очень рад, что участвую в этом конкурсе и занял такое место. В будущем человеку нужно будет, так скажем, показывать свои возможности. Готовиться начали рано, еще с лета. Там изучали много статей, очень много было работы сделано, и, в принципе, вот стал лауреатом. Можно пойти в лингвистику, потому что база уже есть. То есть уже чего-то я в ней добился. За все годы существования конференция стала стартовой площадкой для выведения проектов школьников республики на уровень высокорейтинговых всероссийских мероприятий. Ежегодно все лауреаты и дипломанты получают рекомендации для участия в конференциях перечня Министерства просвещения Российской Федерации. Успешность участия школьников демонстрирует качество образования Якутии. Кристина Якупова, Артем Алексеев, Семен Семенов, Якутск. С 1 января 2023 года повысились тарифы на перевозку пассажиров и багажа в общественном пассажирском автобусном транспорте на территории Нерюнгринского района. На одном из автотранспортных предприятий побывали наши нерюнгринские коллеги. Пассажирскими перевозками по пригородным и междугородним маршрутам Нерюнгринского района компания «Юж-Саха-Автотранс» занимается уже долгое время, из года в год подтверждая высокий уровень организации поездок. В 2023 год мы входим с новыми планами, с новыми силами. У нас есть реальные наработки уже на 2023 год. То есть мы заключили договора по ремонту и обслуживанию автотранспорта с крупными предприятиями как и города, так и вообще Нерюнгринского района. В сентябре прошлого года мы получили 2 новых автобуса больших. Это 40 посадочных мест. По словам представителей перевозчика, незначительное, но все-таки повышение тарифов в нынешних условиях – мера вынужденная и необходимая для бесперебойной деятельности компании. Это вынужденная мера на сегодняшний день. Это идет не только повышение у нас по всей республике это идет повышение, и не только перевозки. Дорожают коммунальные услуги, дорожают энергоносители, соответственно, все остальное это прямая цепочка, от которой мы никуда не уйдем, никуда не денемся. Для многих нерюнгринцев автобус является основным, а зачастую и единственным способом добраться на работу. Поэтому вопросы комфортного и безопасного проезда и строгое соблюдение графика движения автобусов являются очень важными. Я пользуюсь автобусом пригородным ежедневно практически. Но меня пока устраивает все, да. Единственное, что хорошо, если бы у больших автобусов были бы еще откидные ступенечки. Очень тяжело забираться, когда ограничено движение. Да, все устраивает. Вполне. Маршруты хорошие. Ездить часто. Слабо ездят. Почаще надо ездить. То есть вот как бы ездят, но график... Куда интервал большой? Целый час делают. Минут 40 хотя бы. Также для удобства пассажиров на пригородных и междугородних маршрутах, кроме наличных, предусмотренный вариант оплаты проезда банковской картой. Основные жалобы, которые поступали на нашу работу, связаны с работой кассовых аппаратов. И именно в частности оплата по безналу, по картам банковским. Но с сентября месяца мы внедрили в работу новые кассовые аппараты, новые терминалы, для работы которых не требуется интернет. И количество жалоб значительно сократилось, с этим проблем у нас уже нету, и оплата по картам у нас на сегодняшний день 50% по картам, 50% за наличный расчет оплата производится. В планах у перевозчика улучшать безопасность каждой поездки, а также совершенствовать качество предоставляемых услуг для удобства пассажиров. А по инициативе главы районной администрации Романа Щегельника семьи мобилизованных жителей Нерюнгринского района пользуются правом бесплатного проезда на маршрутах перевозчика. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри. Несколько ленских многоэтажек сегодня нуждаются в замене лифтового хозяйства. В этом году городская администрация обещала в 2 9-этажных домах их заменить на новые. А вот в доме по улице Пролетарская, 25, где лифт не работает уже более 3 лет, жильцам так и приходится подниматься на верхние этажи пешком. Подробности в материале Светланы Болеевой. Вот так пешком уже много лет жители многоэтажки по улице Пролетарская, 25 вынуждены подниматься в свои квартиры. Занятие это, конечно, несложное, но не для всех. Пенсионерам и мамам с детьми приходится преодолевать этажи довольно долгое время, притом делая между этажами перерыв, чтобы передохнуть.
За 20 лет лифт в этом доме работал лишь полгода, в 2019 году, с февраля по июль. Так долго он служил, так как был новый. Но за короткий срок устройство вышло из строя. В чем причина, жильцы так и не выяснили. Сколько мы не обращались в нашу управляющую компанию, постоянно нам отвечали, постоянно говорили, что нет денег. Люди есть сделать, отремонтировать лифт, а денег нет. Передали документы в прокуратуру, под контроль прокуратуры. Приходила ко мне представитель прокуратуры с бумагами этими. Мы определили, что в первую очередь нам надо было сделать лифт запустить, с дверью вопрос решить и освещение девятиэтажки. Но до сих пор лифт не запущен и до сих пор лифт не работает. После обращения в прокуратуру прошел почти год. Ответа жители, признаются, так и не получили. В сентябре прошлого года обращались в прокуратуру. Больше никаких ответов, никаких ремонтных работ, ничего не производилось. Только одними обещаниями нас кормят. Со слов руководителя управляющей компании, лифту необходим сложный ремонт, но специалистов его провести в городе нет. Вызвали с Москвы, но приехать он сможет только в летний период. У Екатерины Король в этом доме проживает мама. Девушка часто навещает ее вместе с детьми, и подняться на 4-й этаж, для нее неся на себе ребенка, настоящее испытание. Ребенка маленького на руках таскаем, потому что квартиры здесь маленькие, жильцов, соответственно, здесь больше намного, чем, допустим, в той же набережной 107. И людей здесь проживает больше. Очень много людей с детьми, с маленькими, с колясками, с велосипедами. Все это таскают люди на себе. Потому что внизу под лестницей на первом этаже это не резиновое помещение, куда можно поставить коляску. Этот дом, всем известно, один из проблемных в городе. Так считают и сами жильцы. И многие проблемы создают сами здесь живущие. В 2 часа ночи кто-то сильно орал. Внизу стучали, наверное, или по лифту, или почему. А утром пришел следователь. Я говорю, я слышала, не знаю, что. И все, и с тех пор не это. Собирали, также домофон вот этот поставили, все сломали. Я регулярно платим, и сын платит, и я плачу, все. Люди многие не платят. В общем говоря, работать лифт в ближайшее время в этом доме не будет. Точного ответа на вопрос «когда» мы так и ни от кого не получили. Остается ждать лета. Проблема с лифтовым хозяйством возникает периодически и в других многоэтажных домах Ленска. В конце прошлого года по улице Победы 19А тоже вышел лифт из строя, но его быстро отремонтировали. Летом в этом и еще одном доме планируется заменить механизмы на новые. Это Аюнского 23А и Победы 19А. Софинансирование, опять же, по условиям фонда капитального ремонта обеспечили. Заявку мы сейчас формируем, подаем и надеемся, что в план этого года мы все-таки попадем, чтобы там замену этого лифтового хозяйства произвести. Выход из строя лифтового хозяйства – это проблема всех многоэтажных домов. Только их ремонт зависит от управляющей компании, от ее финансов. А уже их наличие – это ответственная и ежемесячная плата жильцов за коммунальные услуги и обслуживание общедомового имущества. Следовательно, нет долгов, нет проблем. И тогда ситуация с нерабочим лифтом по Пролетарской 25 не коснется жителей других высоток. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Близится финальный аккорд праздничной череды января. Сегодня россияне встречают Новый год по старому стилю. Подробнее о традициях и приметах праздника в материале наших молдавских коллег. Монетки считать не будем, не станем выносить и мусор. Нельзя сегодня произносить число, которое в этом году выпадает на пятницу. Эти и другие приметы связаны с добрым праздником – Старым Новым годом. Он появился в результате перехода с юлианского календаря на григорианский. Как и привычный нам праздник, Старый Новый год принято встречать в кругу семьи, говорить добрые слова и вручать подарки. Как мы, пожилые люди, мы всегда его отмечали как Новый год по-старому. Для нас все доброе, любой. Хоть 1 мая, хоть 7 ноября. Мы люди старой закалки, поэтому нам... В старину люди пытались определить, каким станет наступивший год. Так считалось, что утренний снег в этот день к поздней весне, а гололед к хорошему урожаю. Об этом же могли свидетельствовать иней и туман. Приметы современникам интересны, хотя многие поверья незнакомы. Да я вам скажу, никаких не знаем. Что-то нас не учили с детства, а мы не знаем никаких. Конечно, поздравим. У меня дочке день рождения, например, у старшей 48 лет. Конечно, как же, обязательно будем поздравлять. Кстати, еще одна примета гласит, родившийся в этот день человек станет счастливым. И, конечно же, в последние минуты перед наступающим Старым годом можно загадать желание.
Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели. Мы продолжаем. В детской школе искусств прошел торжественный бал юниоров, в котором приняли участие лучшие юные музыканты со всей республики. Мероприятие проходило в очно-заочном формате. Благодаря этому все дарования были отмечены ценными подарками за свои старания. Также на мероприятии отметили директоров и руководителей детских школ искусств. Отмечу, что на балу приняло участие более 170 конкурсантов. Просто сейчас обстановка безопасная, поэтому мы проводим его в очно-заочной форме. Но дети все с нами. Здесь некоторая часть детей присутствует и участвует в церемонии награждения. Мы благодарны, конечно же, всем преподавателям, всем директорам школ, которые принимают активное участие в этом мероприятии. Но и самое главное, они в течение года, в течение уже многих лет, безусловно, реализуют программу дополнительного образования среди детей очень успешно. Фильм якутян Максима и Евгения Арбугаевых «Выход» может побороться за «Оскар». Американская киноакадемия опубликовала шорт-листы картин, которые будут выбраны главные номинанты. Наши земляки со своим проектом попали в категорию «Лучший короткометражный документальный фильм». Он рассказывает о биологе, который каждый год приезжает на Чукотку, чтобы понаблюдать за массовой миграцией моржей. С режиссером пообщался Максим Кардозу. 43-й день наблюдений. Моржи пришли ослабленные, уставшие. Главный герой фильма «Выход» – это ученый Максим Чакелев, который по несколько месяцев в году живет на берегу Чукотского моря, изучает моржей и следит, как меняется экологическая ситуация в Арктике. Режиссеры картины брат и сестра Евгения и Максим Арбугаевы познакомились с героем по счастливой случайности и в итоге 3 месяца провели с ним в экспедиции. Есть такая тема, когда не ты находишь идею фильма или проекта, или героя, а герой сам тебя находит, или там идея тебя сама находит. И тут, наверное, произошла вот эта магия того, что все соединилось, все встретились, да, вот на Чукотском, на побережье Чукотского моря. Герой видел фильм, ему очень фильм понравился, и для нас это очень приятно. И весь мир сейчас познакомился с ним, с его работой. И у него очень важная работа, которая дает понимание касаемо климата, касаемо животных. Фильм уже выиграл несколько престижных наград на международных и российских фестивалях. Именно поэтому из 98 лучших док-проектов в мире он попал в список из 15 картин, которые выбрало жюри «Оскара». 24 января этот топ сократится еще до 5 лент, которые и попадут в основную номинацию – лучший короткометражный документальный фильм. Но оказаться даже в шорт-листе «Оскара» – это уже большое достижение. Когда я еще учился в ВГИКе, когда был студентом, для меня это была мечта. Да, это как для, не знаю, маленького спортсмена попасть на Олимпийские игры. И вот когда это все произошло, для меня это было такое... Я вспомнил все свои вот эти мечты, и долгое время я не понимал, что это реальность. Картина идет 25 минут, ее уже можно посмотреть бесплатно в интернете. Но автор надеется, что скоро самостоятельно презентует ее в кинотеатре в Якутске с обязательным обсуждением после просмотра. Максим Кардозу, Андрей Черкашин, Москва. В Якутии крещенские купели подготовлены в 8 районах. Традиционный обряд будет проводиться с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. На следующей неделе в Якутии традиционно начнутся крещенские купания. Места для них оборудованы в Абыйском, Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Аймиконском, Вилюйском, Алекминском и Хангаласском районах. Всем главам муниципальных образований внесены требования и рекомендации соблюдения необходимых мер профилактики против новой коронавирусной инфекции. Напомню, крещенские купания в Якутске пройдут с 18 по 20 января на территории Зеленого Луга. Для удобства граждан до места купели будут курсировать автобусы.
Ну а в Аймиконе состоится экстремальный марафон «Полюс холода». О своем участии заявили уже более 100 спортсменов. Экстремальный забег на полюсе холода устроят 11 февраля. На старт выйдут одни из титулованных и подготовленных легкоатлетов республики. Старт экстремальному марафону будет дан в Аймиконе. Финишируют участники у села Тамтор 2-го Брагонского наследия. Регистрацию уже прошли 106 спортсменов, среди них которых немало титулованных. Возрастные группы разделены на 5 категорий. Участники соревнуются в 4 дистанциях на 5, 10, 21 и 42 километра. Якутские хоккеисты примут участие в первенствах Дальнего Востока. Костяк команды состоит из полярных волков. Всего из республики в межрегиональных турнирах задействуют порядка 80 детей различного возраста. Команда «Полярные волки» отправилась играть во втором туре первенства в Хабаровск. В команде 21 ребенок 2010 года рождения, в основном они все из Якутска и Нерюнгри. Всего в турнире заявлено 7 региональных команд Дальнего Востока. Первый тур якутская сборная сыграла в ноябре, а третий состоится в марте. Ровно 1 неделя осталась до момента, когда на территории природного парка Ленские столбы зажгут огонь вторых зимних международных игр «Дети Азии». В этом году игры пройдут в Кемеровской области. В программе соревнования по 10 различным дисциплинам, а также участие в играх примут более 1000 спортсменов из команд, представляющих Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа, а также команды из Москвы и других иностранных государств. Как готовят к играм якутских спортсменов, смотрите в сюжете Александра Хавренко. Ровно 40 дней осталось до того момента, когда на Кузбассе откроются вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». По традиции, одним из главных символов игр является огонь, который зажигается в Якутии на Ленских столбах, после чего доставляется в регион, принимающий соревнования. И 22 января здесь, в городе Якутске, стартует эстафета огня игр «Дети Азии», вот вторых международных игр зимних. Первые уже официальные мероприятия предстоящих игр. Эстафета огня будет проходить по улице Кирова. У нас будет 10 факелоносцев, участников эстафеты, да, куда войдут наши именитые спортсмены и ветераны спорта, да. И эстафета пройдет по улице Кирова и до улицы Лермонтова, до ледовой арены Эль-Батур. Что же касается самих соревнований, то якутская сборная представлена в 6 из 10 заявленных видов спорта. Это хоккей, шорт-трек, фигурное катание, горнолыжный спорт, сноуборд и лыжные гонки. Всего на Кузбасс из Якутии отправится 62 спортсмена. За подготовку спортсменов по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку отвечает республиканская специализированная спортивная школа по зимним видам спорта. Эти игры будут не очень простые, потому что подготовка у всех идет на уровне приличном, да, и отбор игроков. Если у нас, грубо говоря, 2 человека на место, то, допустим, в Сибири или в Урале там, как говорится, 102 человека, да, на одно место, и там из 1000 человек набирают команду, конечно, это будет результат совсем другой. Конкуренция очень серьезная. На самом деле у нас одна школа, а, допустим, в Челябинске в одном городе 12 специализированных олимпийских школ по хоккею именно. Нашим хоккеистам не привыкать играть против серьезных соперников, а лед покажет, кто на что способен. Тем более, что команду собираются усилить бывшими игроками «Полярных волков», которые сейчас выступают за молодежные клубы Сибири, Урала и Дальнего Востока. Сборная будет состоять из команды Нерюнгри и «Полярные волки». И приезжие ребята будут. Готовимся. Сейчас у нас идет подготовка. Выезд у нас будет во Владивосток. Контрольные игры сыграем и на Сахалине. И буквально за неделю мы все собираемся в Новосибирске. Последняя подготовочка и все на «Дети Азии». Одним из самых массовых и популярных видов спорта на зимних «Детях Азии», конечно же, будет шорт-трек. В этом году на игры не приедет лидер в этом виде спорта сборная Южной Кореи. А значит, борьба развернется между представителями округов нашей страны. На Дальнем Востоке мы уже некоторые на 3-х, 1-х, 2-х местах находимся, а уже с центральным регионом уже они более сильнее пока. Но это уже на следующие «Дети Азии» мы уже можем вполне уже достойно выступать. Но и на этих будете? Но, конечно, шорт-трек – это такой вид спорта непредсказуемый. Все, что угодно может произойти. Но, конечно, мы достойно будем выступать. Сейчас подготовка к играм для юных спортсменов вышла на финишную прямую. Уже проведены основные соревнования, и в середине февраля спортсмены из Якутии соберутся в Кемеровской области, где пройдут последние учебно-тренировочные сборы.
после чего сразу же отправятся на трассы и ледовые арены вторых зимних международных игр «Дети Азии». Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Джулус Иннокентьев, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.